Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. 7 октября в Якутске пройдет второй региональный психологический форум, посвященный психическому здоровью населения в рамках Года здоровья в республике. Форум состоится также накануне Всемирного дня психического здоровья, который в этом году выпадает на 10 октября. Поговорим сегодня об этом и не только с гостем нашей студии Владимиром Скрябиным. Это директор Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Республиканского психологического центра. Психолог-консультант Владимир Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, какие мероприятия в рамках Года здоровья проводятся в Центре социально-психологической поддержки семьи и молодежи? Так, по указу главы этот год объявлен годом здоровья. И в рамках этого указа также рассматривалось психологическое здоровье населения. В связи с этим правительством Республики Саха-Якутия принято распоряжение о охране психологического здоровья населения. То есть это мероприятие будут проходить до 2025 года. Там большой охват большой категории граждан. Там несовершеннолетние, молодые семьи, пожилые, часть инвалидов будет охватываться. И согласно данному распоряжению, Министерство по делам молодежи и социальной коммуникации назначается координатором. Также будет создаваться центр компетенций по развитию психологических услуг. Это сделано для того, чтобы на федеральном уровне есть большая проблема о том, чтобы по координации деятельности психологов, поскольку психологи функционируют в нескольких ведомствах, это Министерство образования, Министерство здравоохранения, также при Министерстве труда и социального развития, также у нас в республике при Министерстве по делам молодежи. И никогда не было такого, чтобы психологи работали координированно, допустим. Поэтому эта проблема есть не только в нашем регионе, это вообще довольно глубокая проблема в том смысле, что отсутствует единый закон о психологической поддержке, о психологической помощи на уровне, на федеральном уровне. Поэтому есть определенные разночтения, и данное распоряжение было принято с целью, правительством Якутии было принято с целью координации, упорядочивания деятельности психологов и оказания, повышения качества услуг для населения, естественно. Поэтому до 2025 года там подразумевается ряд многих мероприятий. Давайте поговорим, что вот сегодня весь мир живет в условиях ограничительных мер. А как такие меры воздействуют на психическое здоровье граждан? Естественно, каждый реагирует по-своему. Да, очень многое зависит от... Часто говорят про стрессоустойчивость человека, да, к разного рода условиям. У нас сегодня время довольно динамичное, особенно в городской среде. Надо, действительно отличать жителей городской среды и сельских поселений в том смысле, что, естественно, психика человека, она, как бы это сказать, все равно не может развиваться одновременно с тем техническим прогрессом, как раньше говорили. Там у нас сегодня очень быстрыми темпами развиваются цифровые технологии, да? А мы, люди, в любом случае, психика, она все равно догоняет. Поэтому подобные ограничительные меры, естественно, сказываются возможно, в каких-то семьях увеличиваются конфликтные ситуации, там, разрешение внутриличностных своих трудностей, взаимоотношений друг с другом. Да? То есть такие конфликты — это не всегда плохо. Как часто принято считать, что конфликт — это отрицательное только проявление. Я считаю, что, как практикующий специалист, психолог, я считаю, что конфликт — это показатель того, что нужно что-то менять, развивать, либо, скажем так, и чаще всего в психологической практике мы говорим о чувствах. Конфликты всегда возникают от каких-то нереализованных потребностей, тех чувств, которые остаются невыраженными. Поэтому, я рекомендую всем, кто обращается, если это семейные трудности, то много разговаривать.
разговаривать друг с другом. И естественно, вы всегда можете обратиться в наш центр. Также у нас функционирует телефон доверия круглосуточный. Поэтому я не считаю, что обращение к психологам – это панацея от всех трудностей. Да? Прежде всего, психолог поможет, поддержит в определенной трудной жизненной ситуации, когда мы все испытываем разные трудности на определенных этапах жизни. Поэтому психологи могут ускорить разрешение этих проблем. Можете ли вы рассказать, сколько обращается к вам граждан в этом году, может быть, в прошлом, и какого характера эти обращения? У нас функционирует 20 филиалов по республике. Да, каждый филиал, каждый район республики работает по-разному. В каждом районе есть своя специфика, где-то определенные направления не идут, а где-то наоборот они идут с большим успехом. Групповые виды работы, это выездные виды работы. Поэтому в среднем в год к нам обращается до 100 тысяч жителей. Обращение бывает, охват населения. Да? И, кстати, данное распоряжение очень поможет упорядочить количество, статистические данные, поскольку когда мы проводили исследования, изучение деятельности психологов как в других регионах, так и в нашем регионе, то статистическими данными были большие трудности, поскольку, скажем, статистика ведется по очень многим направлениям, но на психологические услуги нет такой конкретной, очень понятной, общепринятой статистики. Да? Но поэтому и данное распоряжение нам очень поможет упорядочиться в данном вопросе. Обращения граждан в основном связаны, есть обычные категории, молодые семьи, молодые люди, несовершеннолетние, а также есть обращения пожилых граждан. У несовершеннолетних это всегда бывают трудности с адаптацией в школьном процессе, в обучении, а также во взаимоотношении со сверстниками. У молодых семей часто бывает во взаимопонимании, какие-то бытовые конфликты. Да? И есть очень интересное обращение, скажем так, категории пожилых во взаимоотношении, во взаимопонимании с уже повзрослевшими детьми, которые сами создали семьи. Есть дедушки, бабушки, да? И там определенные внутрисемейные трудности тоже по взаимопониманию и нахождению общего языка. А может быть, подробнее поговорим о вашем центре? Кто туда может обратиться? Как это возможно сделать? Это может быть любой желающий, который какие-то проблемы почувствовал. Да, мы функционируем уже 20 с лишним лет. В прошлом году у нас было 20-летие. Центр создавался с целью оказания услуг для очень широкой категории граждан, поскольку, скажем так, психологи в школах, они работают со школьниками. Психологи в Министерстве труда, они работают с пожилыми и определенным трудным жизненным ситуациям. Наш же центр очень довольно многофункциональный, начиная с экстренных ситуаций. Мы плотно взаимодействуем с Министерством чрезвычайных ситуаций, когда возникает смертность или опасности в чрезвычайной ситуации, выезжают наши психологи. Так как мы функционируем в 20 районах, то довольно оперативно мы подключаемся. Кроме этого, у нас функционирует круглосуточный телефон доверия. Это мы участники всероссийского телефона доверия. Он круглосуточный, и туда можно обращаться по разным вопросам. Но в основном он создавался с идеей для детей. Также мы охватываем любую категорию граждан, поскольку есть, скажем так, по исследованиям, мы совместно с Центром стратегических исследований проводили в прошлом году довольно объемное исследование о том, что всего лишь до 15% граждан обращаются периодически к психологам. И поэтому у нас стоит большая задача популяризации и информирования о том, что, обращаясь к психологам,
качественным психологом можно решать свои трудности. Это не только связано с трудностями, да, скажем так. Я вообще считаю, что мы вот ходим к стоматологу, да, раз в год или там 2 раза в год профилактически, да, и это очень полезно и помогает понять себя, что мы ищем, куда мы идем, чего мы хотим, куда мы хотим развиваться или что мы хотим изменить в жизни. Это очень полезно, я считаю. Но вы уже рассказали, что ваши центры работают в 20 районах республики, да? Но ведь психологическая помощь требуется везде. Как вы помогаете небольшим поселениям, где нет специалистов и психологов? Да, у нас часто бывают обращения глав поселений, глав районов, да, особенно труднодоступных. И не только, когда возникают и чрезвычайные ситуации. Естественно, мы можем организовывать выезды. Также мы совместно со специалистами, смежными социальными педагогами Министерства труда и с школьными психологами можем организовывать выезды по запросам. И кроме этого, естественно, всегда можно обратиться на наш телефон доверия. И давайте вернемся к вопросу про форум, который в Якутске пройдет во 2-й раз. Это региональный психологический форум. Какие темы будут обсуждать психологи региона? Чем вообще примечателен этот форум? Расскажите. Да, действительно, этот форум, я хотел бы подчеркнуть, что этот форум именно практической психологии. Тут важно, форум в основном направлен для специалистов, которые функционируют в разных отраслях. И не только система образования. Мы будем, скажем, форум создается, организовывается с целью улучшения взаимодействия. Есть очень много разных организационных трудностей, потому что психологи, те ведомства, которые я назвал, кроме этого функционируют еще и при управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Также мы часто взаимодействуем с прокуратурой республиканской в части работы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Кроме этого, форум создается как открытая площадка для обсуждения наших трудностей, для того, чтобы улучшать качество оказываемых услуг для населения. Спасибо большое, Владимир Борисович. Уверен, что ваш форум пройдет на высоте. И также напомним, что за здоровьем важно следить, но и никогда не нужно забывать про психологическое здоровье. Абсолютно верно, да. Спасибо. А я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.